Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что скрытое проявится, что тайное откроется. Сегодня у нас полнолуние, причем цветочное полнолуние, последнее полнолуние весны. Давайте же узнаем, что же скрытое проявится, что тайное откроется. Загадайте, пожалуйста, на себя, ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас не скрыто, то, о чем уж нам хотите узнать. Опа, все змеи повылазили. Смотрите, сколько змей. О, как интересно. Все змеи в вашем окружении, все проявятся, все откроются, все свои маски сбросят. Вот прям много змей. Вот есть те, кого вы подозревали слева, и есть справа те вообще, о ком не думали. Да? Но люди явно вели себя как змеи, может быть, действовали за вашей спиной. Может быть, даже вас там периодически и толкали, пихали, подножки вам ставили, при этом мило улыбались и говорили: нет, ты что, ты же моя подружка, либо ты же моя любимая родственница. Не-не-не, это тебе показалось, да? Это не так, не так, я тебя люблю, я тебя ценю, ты же для меня родной человечек, да? Да как ты можешь думать обо мне так плохо? Нет, все проявятся, все змеи. И знаете, что самое, вот на мой взгляд, ужасное? То, что видите, вот здесь очень много змей именно с правой стороны. Слишком много змей к вам близко приблизилось, да, втерлись к вам в доверие. Ни одну змею на груди пригрели. А всему виной ваша доброта. Вы очень добрый человек. И вот эти змеи, эти паразиты, они этим пользуются. Вот так вот, мои хорошие. За вашу доброту вам змеиным ядом, да? Ну что ж, главное, что пришло время освободиться, главное, что пришло время взглянуть в глаза всем своим недоброжелателям, всем своим врагам, так сказать. И вы это сделаете без страха, потому что наступает время освобождения. Освобождения от лжи, от вранья, от лицемерия. Да, такой серьезный момент. И знаете, вот идет еще такое ощущение, что в лето вы вступите совершенно другим человеком. И вы как-то по-другому на мир смотрите. И вокруг вас люди похожие на вас, с таким же мышлением, с такими же мыслями, идеями, словами, с такими же добрыми, открытыми сердцами. Да? Возможно, именно это новолуние, оно в этом году для вас прям такое судьбоносное, решающее, для того, чтобы очистить свое пространство. Нет, все змеи откроются. Вот как бы они там ни прятались, все откроются, все имена, причины, мотивы, это все вам откроется. Так, еще скрытое. Ну, мужчину тут показывают. Мужчина, который вот все делает как-то неправильно. Неправильно. Вы думаете, что этот мужчина вам нервы трепет, что этот мужчина там извести вас хочет, а окажется, что этот мужчина жить без вас не может. Да? Просто он все делает неправильно. Может быть, этому мужчине кто-то посоветовал. Да? Вот есть кто-то, кто советует плохие вещи специально, либо так случилось. А может быть, мужчина
по своему личному убеждению действует, но его личное убеждение, оно абсолютно опрометчиво и неправильно. Это все неправильно. Вот хотел выразить вам свою признательность, свою любовь, свою нежность. Начал говорить, вы такая, ничего себе, что за наезды, да, что ты меня тут критикуешь, вообще, что тебе надо, иди отсюда. Вот как-то так мне идет. Неправильно выражал свои мысли, неправильно выражал свои чувства и какие-то неправильные поступки делал. В общем, все это выявится, обнаружится. Здесь мужчина перед вами и душу, и сердце откроет. Вот прям покается, раскается, скажет, да что со мной не так, хоть плачь, да, я ведь тебя люблю, я ведь хочу тебе угодить, я не знаю, почему, что за напасть, почему у меня все наоборот получается. Я вижу, что вы друг друга поймете, у вас будет очень долгий разговор, и вы его наконец-таки поймете. Знаете, что он хороший, и что он вас любит, и что он вами дорожит. Просто в силу каких-то ему лишь ведомых обстоятельств, да, он все делал неправильно. Да, Луна на все ошибки укажет. И ясность, будет ясность. Луна ведь она светит, пусть не так ярко, как Солнце, но тем не менее свет от нее достаточно стойкий. Будет подсвечено, все будет ясно, все будет понятно. Так, еще показан человек, который ваш тайный поклонник, либо тайная поклонница. Мужчина и женщина одинаково предсказание идет. Этот человек очень долго прятал свои чувства. Я бы даже сказала, бесконечно долго. Тут целая вечность показана. Человек, который и дальше бы молчал, но что-то должно случиться, что-то должно произойти как критический момент. И человек признается, возможно, не лично, возможно, человек вам там письмо напишет, отправит, да, либо смс-ку. Но вот как выяснится, вы узнаете, кто ваш тайный поклонник, либо ваша тайная поклонница. Луна, она ведь влюбленных с ума сводит, вы знаете об этом? Вот, скорее всего, и события в руку, как говорится, еще и полная луна, и человек раскроет перед вами свое сердце. И надо отдать должное, этот тайный поклонник очень скромный человек. Да, скорее всего, попросит позволения любить вас, да, пусть тайно, пусть из-под тяжка, но вот именно любить, да. Вот как-то так общаться, может быть, с вами, либо позволение где-то вот рядышком с вами находиться, либо просто молча посидеть на вас, полюбоваться. Да, вот какой-то такой трогательный момент. Вы даже злиться не будете, наоборот, как-то расчувствуетесь. Даже если этот человек вам не нравится, да, не вызывает у вас ответной реакции, скажете, ну все равно милый, да, либо милая, зачем обижать? Человек ничего лишнего не просит, себя не навязывая, да, вот у кого-то тайный поклонник либо поклонница откроется. Еще здесь показывают человека с каким-то злым умыслом против вас, но Луна не позволит этим планам осуществиться. Вас кто-то предупредит. Опять же, вы все разные. Кого-то предупредит ангел-хранитель, кого-то предупредит родная душа, кого-то предупредит неравнодушный человек. Да, ну вот, может быть, вы и не знакомы, но человек против зла, против каких-то каверс, против причинения там, любому живому существу вреда. Да, этот человек подойдет к вам и объяснит, ты знаешь, вот тот-то, тот-то персонаж против тебя замышляет, либо готовит тебе какую-то неприятность. Да? Будь в курсе, да, прими меры. Вот как-то так мне идет. Это, конечно, неприятно, но с другой стороны, у плохого человека планы не сбудутся. Знаете, как прахом-крахом пойдут. Да, вас предупредят. И сон может присниться вещи. И опять же, ангел может подсказать, да, в нужный момент вам на что-то указать, либо в нужный момент, в нужное время вас куда-то отвести, подвести, где вы своими глазами увидите. Будьте чувствительны к знакам. Это важно. Дальше. Кого зовут на букву К? Есть ли у меня зрители, кого зовут на букву К? Вы, либо ваш партнер. Может быть, еще и ребенок отыграется, да, если зовут на букву К. Это именно имя. Те, кого зовут на букву К, у вас прям переломный момент запускается. Переломный в жизни и в судьбе. И от вас потребуется принять решение. Решение,
которому вы будете следовать. Да? Ну, можно даже так смело сказать, что в день полнолуния у вас как судьба перезапустится, все будет в ваших руках. Вы одной своей мыслью, либо одним своим решением все в своей жизни и в судьбе можете поменять. Главное в этот день вам не негативить, избегайте вообще негатива, негативных мыслей. Ну, и даже не в день, а в эти сутки, да, давайте сутки возьмем. Никаких негативных мыслей, никаких злых мыслей, никакого пессимизма. Вот и все. Такое вот нехитрое правило, да, и вы сможете перезапустить свою жизнь. Вот как время вам пришло, либо вам такая возможность будет послана именно в это полнолуние. Как последнее полнолуние весны, да, вы долго мучились, страдали, проходили свои испытания, либо отрабатывали свою карму. И сейчас наступает точка невозврата, где вы можете все поменять. Ну, совет я вам дала, вот как показано, так я и сказала. Избегать негатива, негативного мышления, негативного отношения, думать в позитивном ключе, мечтать, загадывать, просить для себя, да, не стесняясь, просить для себя самого лучшего. И будет дано. Вот как попросите, так и будет дано. А если будете злиться, агрессивить, либо предаваться унынию, что вот, жизнь тяжелая, у меня ничего не изменится, все и дальше будет плохо, ну, так и будет. Вот дословно так и будет. А если будете думать, что ой, а ведь я живу, а ведь у меня вся жизнь впереди, а ведь я все могу, а ведь у меня все получится, да. Ведь желание нескромное загадайте, тогда все исполнится и все будет хорошо. Кого зовут на букву К? Мои дорогие зрители, ваши партнеры и также дети могут быть, но дети, которые старше 18 лет. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показывают тайну, но эта тайна как-то связана с вами, а вернее с вашим происхождением либо рождением. Чего-то вы о себе не знаете. Либо кто-то скрывает тайну вашего рождения, происхождения. Вот здесь показано, что информация найдет вас сама. Найдет вас сама любым возможным способом. Все, что вы узнаете в сутки, которые вот с 12 по 13, вся эта информация будет и для вас, и про вас. Вплоть до того, что вас разыщет какой-то там человек, дальний родственник, либо, не знаю, сосед, соседка, и человек скажет, вот всю жизнь тайну эту в себе несу, но не могу больше с этим жить, должен тебе сказать, должна тебе признаться. Либо информация найдет вас, допустим, на просторах интернета, в тех же онлайн-гаданиях, либо, может быть, в каких-то астрологических прогнозах. Там, например, будет упоминаться там, год вашего рождения, день вашего рождения, там, созвездие, под которым вы родились. Вот что-то вам должно открыться. Время пришло вам это узнать. Вам эта информация очень нужна, жизненно нужна. Узнав эту информацию, опять же, вы ее можете использовать во благо себе. Ну, либо, узнав информацию, готовьтесь к переменам, да, потому что ваше время наступает. И вот все время идет отсылка ко времени. Вот время наступает, время пришло. Не могу понять, что это. Действительно, может быть, вы долго этого ждали, либо всю жизнь к этому моменту шли. Перемены, они ведь такие странные. Мы их так долго ждем, а когда они приходят, мы начинаем их бояться. Ну, обычно так и происходит. Так, еще показано, что тайна судьбы какого-то человека вам откроется. Причем откроется каким-то незнакомцем, незнакомкой. Вплоть до того, что вам, там, не знаю, напишут в соцсети, да, с незнакомого аккаунта, без фотографий, там человек не представится, а просто вам вот что-то расскажет. Человека, которого вы давно не видели, человек мог исчезнуть, пропасть, уехать, там, могли поругаться, могли просто так расстаться. Вот вы узнаете о судьбе этого человека. Там, скорее всего, что-то очень такое трагичное, либо не очень приятное, но вы узнаете правду. Вот прям, да, за другого человека узнаете. Может быть, вы страдали по этому человеку, может быть, себя в чем-то винили, да? А может быть, вы оплакивали этого человека, а кажется, что не надо этого делать, да? Что человек жив-здоров, там, живет буквально в соседнем городе и горе себе не знает, а вы там себе напридумали, жалеете его,
ну, со всеми вытекающими, да, правда откроется. Либо вы, например, думаете, что человек о вас забыл, что там устроился хорошо, живет свою лучшую жизнь, а окажется, что человек один, до сих пор по вам сохнет, никого к себе не подпускает. Да? У кого-то и так отыграется. Но правду вы точно узнаете. Так, еще скрытое. Но здесь скрытое скорее... Это даже не скрытое, а скорее как недосказанное. Да? Вот бывают такие моменты, когда недосказанное что-то остается. И здесь очень похоже тот, кто старше вас, как чего-то вам все время не досказывал, не говорил, да, не открывал перед вами. И это как-то связано с любовью, с привязанностью, с нежностью, с гордостью. Ну, допустим, вот как пример. Может быть, это кто-то из родителей, кто постоянно вас критикует. И вы думаете, да как же так, как меня угораздило вообще здесь, в этой семье родиться? Почему меня там мои родители не любят постоянно, вот меня там воспитывают, чего-то от меня хотят. И вот родители под действием этой луны начнут изливать вам свою душу, говорить, что ты наша гордость, ты наша любовь, тебя сильно любим, мы тобой дорожим. Да, ты наше солнышко, вот какие-то такие сентиментальные вещи. То же самое может случиться и на работе. Допустим, у вас очень проблематичные отношения с вашим коллегой, либо руководителем. И вот человек под действием Луны начнет вам рассказывать, как ценит, как дорожит, как уважает. Да, вот такие вот вещи пойдут. Честно, вы обалдеете. Вот чего-чего, а этого вы точно не ждете. Но это будет очень приятно. Прям невероятно приятно. Еще здесь показано, что ваши задумки, планы, да, вот планы, что вы там все планы построили, вот им суждено исполниться. Только не показано время исполнения. Возможно, вам следует именно сейчас узнать, что все, что вы задумали, вы точно воплотите и точно исполните. У кого-то это случится, ну, буквально, да, там, завтра, послезавтра. У кого-то это случится, может быть, через пару месяцев, у кого-то даже через пару лет. Но это точно осуществится. Здесь, знаете, как вы уже какое-то благословение получили на то, чтобы это было сделано, воплотилось в жизнь, да, реализовать все свои задумки и планы. Чего бы это ни касалось. Да, кто-то хочет замуж выйти, и вы такая, все, выйду замуж, и вы точно выйдете. Кто-то хочет бизнес свой открыть, вы точно откроете. Кто-то хочет приобрести жилье, вы его точно приобретете. Да, вот все, что задумано, все исполнится. Все ваши планы, они исполнятся. Только у каждого свое время. Дальше. У кого-то из моих дорогих зрительниц очень ярко проявятся ваши способности. Я говорю именно об эзотерических способностях. Я давно это замечала в отсыпках, и, можно сказать, буквально каждую отсыпку идут такие знаки. И я очень рада, что мои видео смотрят люди, которые мне сестры, да, и братья, и сестры. Но поскольку у нас полнолуние, да, больше оно, конечно, открывает женскую силу. Для мужчин там солнышко, да, ваш проводник — это солнышко, у женщин — это луна. И кто занимается эзотерикой, те понимают, о чем я говорю. Будет проявление ваших способностей, будет проявление вашей силы. Некоторые из вас даже могут этого испугаться, потому что вы сами от себя этого не ждете. У вас как гиперчувствительность появится, шторы упадут, да, вы больше будете видеть, чувствовать, понимать, прям ощущать. Не бойтесь этого, все нормально, все по плану. Просто полнолуние придает вам силы, либо открывает ваши силы. Но кто практикует, те, конечно, ждите волну энергии. А те, кто еще не практикует, вот прям будете ходить и всех насквозь видеть. Да? Либо сами будете мысленно отвечать на все вопросы, и свои, и чужие. У вас прям гиперчувствительность повышается. Улавливаете и информацию, и энергию. Вы это все прям как на вкус чувствуете. Все нормально с вами, все идет своим чередом. Вот что есть, то есть. Да? Нельзя себя отрицать, нельзя с собой бороться. Это прям противоестественно и ни к чему хорошему не ведет. Борьба с самим собой. Принимайте то, что с вами происходит, как данность. Это часть вашей жизни, вашей судьбы. Это часть вас, вашей энергии, которая вас ведет. Еще здесь показано, что вам откроется
Почему у вас с материей плохо? Я так понимаю, материальные, да, вот затруднения. Почему денег не хватает? Почему вы из долгов выйти не можете? Либо вроде и долгов нет, и работаете, там в семье все работают, а денег все равно не хватает. Вот вам откроется. Причем откроется, вот как кто-то говорит, только я не могу понять, кто. Как голос вам скажет, да? Может быть, какой-то рандомный человек какое-то предположение выскажет, а может быть специалист, да, вам ответит на ваш вопрос. Но, в общем, вы узнаете. Мало того, что вы узнаете, вы как еще ключ получаете, да, вы поймете, что сделать для того, чтобы материальную энергию оставлять при себе с собой, да, чтобы не терять ее, чтобы она не уходила. И если вы все правильно поймете и воспользуетесь информацией, то день полнолуния, либо сутки полнолуния станут обратной точкой, да, из ваших лишений в ваше благополучие. Да, так что повнимательнее слушайте и прислушивайтесь. И не бойтесь задавать вопросы. Да, это тоже важно. Так, для кого-то из моих зрителей день полнолуния еще станет днем возмездия. Возмездие всем тем, кто дурное против вас замышляет, кто дурное против вас делает. И под дурным я имею в виду все на свете. Да? На кого-то насылают негатив, порчу делают, кого-то осуждают за спиной, на кого-то клевещут, да? Против кого-то планы строят. Да? Вот когда сутки возмездия мне идет, воздаяние, возмездие, каждый получит свое. И здесь прям до вас информация может дойти, у кого-то еще отыграется, что на ваших глазах прям с человеком что-то случится. Этого не бойтесь, и каждый получает свое. Вот что заслужили ваши недоброжелатели, вот то они и получают. Смотрите, сначала маски будут сорваны, а потом еще и возмездие придет. И от этого воздаяния возмездия никто не уйдет, никто не сможет спрятаться. И если вдруг вы за собой чувствуете какую-то вину, где-то вы перегнули палку, либо о чем-то вы сожалеете, либо ощущаете, что были неправы, у вас еще есть время на то, чтобы раскаяться и хотя бы мысленно попросить прощения. Просить прощения у того, кому вы были несправедливы, либо чрезмерно жестко как-то обошлись, либо у Создателя попросить прощения за то, что вот в гнев вошли. Вы себе там позволили, да, чего не нужно было позволять. Вы можете и раскаяться, и попросить прощения. Время еще есть. Да, эти сутки будут сутками еще и воздаяния. Можно очиститься, причем очиститься на много лет вперед. Поэтому не игнорируйте этот момент. И знайте, что ваши недоброжелатели точно все получат. Получит каждый свое. Никто от воздаяния не уйдет. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.